Месяц мне, benim kıymetli dostlar. Я продолжу на русском, потому что это немного такая другая тема. Я-то казахский язык я учу само по себе, да. Меня казахша ойнемін. Но сегодня будет такая особенная тема. Дело в том, что я посмотрел ролик от такого блогера, давнишнего блогера в Германии. Канал называется «Германия на связи». Вот. И я тут заодно путешествую, поехал в Херфорд, покажу вам Херфорд, да, и кое-что вам расскажу. То есть там, Юрис там про меня там рассказал, Юрис фон Эрберг. И я, пожалуй, прокомментирую то, что он там про меня рассказал. Как-то так. И еду в город Херфорд. Это значит, это поезд ИЦ, Intercity называется. И он не останавливается на маленьких станциях, он останавливается только на больших станциях. Вот, допустим, Минда не останавливается, и следующая станция будет Херфорд. Вот. Значит, я кое-как нашел хоть какое-то более-менее спокойное место, но я рад тому, что хоть дождя нету, да, но я все равно найду место поспокойнее, потому что я думаю, то, что я там услышал от Юриса, и вот это я хочу прокомментировать, надо в таком более-менее спокойном месте все-таки это все рассказать, прокомментировать его слова. Вот здесь, например, город Херфорд, где я снимал мои первые ролики. Угадайте, ребята, когда в 2013 году, да, я попытался снимать первые ролики. Снимал ее на первую экшн-камеру, ребята, здесь в городе Херфорд. Лил офигенный дождь. И вот как раз вот именно вот здесь я катался на велосипеде, все это дело снимал. Вот здесь именно под этим мостом устанавливал камеры там как мог, да. Вот, не так, как сейчас. Сейчас я действительно устанавливаю камеру как могу, да. А тогда я их устанавливал получше, профессиональнее. Но тогда был сильно дождь, да. И это и было первое место видеосъемки, где я производил видеосъемку. Поэтому, если каким-то недоблогерам не понравился комментарий, когда я написал про типа блогеров и недоблогеров, они должны сперва понять, что когда я был блогером, они даже и не мечтали об этом. Но фишка в том, что тогда уже был Юрис фон Эрберг, тогда уже был Марк Димлайф, тогда уже был Олег Рус-Берлин, Вальдемар Кирх. Но Вальдемар, он не так, как я тут ездит по городам там на велосипеде, да. Но тем не менее, вот он тогда уже был, да. Поэтому мне смешно даже, когда кто-то обижается на такие комментарии. С этого ролик, в принципе, и надо было начать, потому что я написал комментарий под роликом Юриса фон Эрберг. Я, значит, написал, что есть вот такие недоблогеры, которым нечего снимать. И они просто хотят начать срач, чтобы просто хайпить на других блогеров. Вот на таких блогеров, которых старается и снимает. Понимаете? И это только Херфорд. Извините меня, где я уже снимал ролики. Франция, Шотландия, Англия, Россия, естественно, да. И это было мое хобби, это остается мое хобби, понимаете, ребята, это хобби, я этим не живу. Но вот эти вот, кто хотят на нас хайпить и хотят поднять свои каналы, судя по всему, они хотят жить на этом, жить за счет ютуба. И есть еще такие категории, вот я сейчас расскажу вам о некоторых категориях. Вот категории блогеров. Есть такие категории, но я буду говорить недоблогеры, да, буду называть вещи своими именами. То есть есть такая категория недоблогеров, которые очень обидчивые и прямо, хотят все время себя как-то показать такими крутыми, такими мужиками, такими, да. У них имидж, все такое, а тут какой-то, когда-то Анатолий Киржак тут на велике тут ездил по этому Херфорду как бомжара какой-то, да. Смотрите, как красиво. Как какой-то бомжара. И так и получилось, что вот и такие некоторые недоблогеры, которые смотрели меня где-то, как я там где-то в лесу там что-то снимаю. Вот здесь вот, в городах я вот более-менее после коронавируса начал ездить, да.
И они почему-то думали, что я какой-то бомж. Хотя прикол в том, что у меня работа была покруче, чем у них. И жил я покруче, чем они. И даже сейчас я стал разведенным, да, и безработным. Я даже сейчас живу лучше, чем вот эти, кто там считали, что я там какой-то бомж. Вот хоть смейся, хоть плачь. Блин, еще раз вам покажу вот это место здесь, да? Значит, у Юриса, ну, под его роликом мне начали писать комментарии, но я как понял, это мои хейтеры, да, которых я заблокировал на моем канале. Ну, че ты там с учебой? Ну, один из них, кстати, не хейтер, это Артем, ну, нормальный пацанчик, он тоже блогер. Артем, не буду называть его фамилию, а то он может еще обидеться, да. Ну, такой адекватный пацан, в принципе, он никогда меня так не критиковал. Но он меня спросил, адекватно меня спросил, что там у меня с учебой. Я ему ответил, что учеба у меня уже есть, я начну учиться в июле. Ребята, и фишка в том, что учиться я буду на электротехника. Дело в том, что у меня есть тема электротехника. Дело в том, что это тоже было мое хобби, и это мое хобби остается. Кроме того, что я делаю видео, YouTube, электротехника — это мое хобби. И меня один начал там грузить: да ты хоть понимаешь в анодах, канодах. Я бы этого чувака спросил: а ты сам-то понимаешь в анодах, канодах? И когда он мне сказал: ты даже не можешь объектив на своей экшн-камере поменять. Вот эта экшн-камера, где я сейчас снимаю, поврежденный объектив. Я бы так сказал: чувак, если ты можешь поменять объектив на вот этой камере Sony X3000, пожалуйста, поменяй и сними видео о том, как ты поменял объектив. Я тебе скажу, что ты не поменяешь объектив, потому что ты просто балабол, тупорыло, потому что на этой камере нереально поменять объектив. По поводу учебы. Я сказал, меня с этим городом много чего связывает. Так вот, и это меня связывает с этим городом. Учеба, потому что учебу я получил именно здесь, ребятушки. Теперь, значит, по тому сказанному, что сказал Юрис конкретно про меня, он, конечно, там, ну, ничего плохого про меня не говорил, но у меня сложилось такое ощущение, что Юрису, видимо, кажется, что в моих роликах я веду себя неадекватно. Возможно, и не только ему, возможно, другим зрителям так кажется. И видимо, он думает, что я поддатый, видимо, да, в своих роликах, поэтому так неадекватно себя веду. И он сказал, что вот Толик там попивает водочку, Юрис. Я водку не пью вообще. Ты чё? Водка мне вообще не нравится. Я помню, мне был 21 год, я как на дискотеке один раз нахерачился, подрался очень сильно. И с тех пор я водку вообще терпеть не могу, да. По поводу неадекватности. Дело в том, что я же блогерничаю, я блогер. Я непосредственно везде, допустим, где-то в дороге, я общаюсь с людьми. И вы знаете, многие, наверное, заметили, что я сам подхожу до человека, начинаю с ним разговаривать. Ребята, если вы серьезный такой блогер, то у вас так никогда не получится. Вы должны быть налегке, вы должны быть навеселее. Это не значит, что вы должны быть поддатым. Можно быть абсолютно трезвым, как стеклышко, как я прямо сейчас. Абсолютно трезвым, как стеклышко. Но при этом я свободно общаюсь с людьми. При этом я раскрепощенный, понимаете? И поэтому я могу спокойно с кем-то разговаривать. Поэтому у меня в моей памяти так много историй, про которые вам рассказываю. Как говорят, ну он как бы про себя говорит. Я не про себя говорю, ребята. Я сейчас тут в поезде ехал до Херфорда, случайно встретил человека, начали разговаривать, и он мне начал рассказывать свою историю. Вот эти истории, в принципе, я выкладываю в YouTube. Это не обязательно связано со мной. И я же говорю, что вот кто-то, я не говорю, что это я. Но, видимо, каким-то хейтерам им легче вот так подумать, что вот это я, неадекватный, с кем-то заговорил, вот такой-сякой, типа. Почему? Потому что он так не может. И вот какой-то недоблогер, он так не может. Поэтому он в каком-то плане даже завидует мне, потому что я так могу. Но извините меня, ну делай тоже, как я, вот как поет Богдан Титамиров. Вот я опять же как неадекват, да? Делай, как я, вот и все.
Будь немножко раскрепощенным, будь немножко лока, как немцы говорят, лока. Будь немножко дружелюбнее. Вот и все. Не надо вот это напрягаться. Я такой мужик, у меня имидж. Кто-то мне что-то сказал, кто-то базар, вокзал. Ребята, будьте дружелюбными. И есть даже такая русская поговорка: будь попроще, и люди к тебе потянутся. И именно поэтому таких вот недоблогеров каналы-то и не поднимаются, потому что они все таки стянуты в себе, все таки зажатые в себе. Теперь он такой смелый, потому что он пьяный. Ребята, я всегда смелый. Я трезвый, как стеклышко, я смелый. Я понимаю, что те люди, которые мне там звонили, со мной разговаривали в абсолютно бухом состоянии, и, видимо, они думают, что когда они выпьют, то они становятся смелыми. И, судя по всему, они частенько выпивают, потому что некоторые типы, которые мне звонили, реально бухие. И один был случай, я работал, у меня была вторая смена, и какое бухло, ребята, я работаю. Мне звонит чувак, еле вяжется язык, да. Но, правда, на следующее утро он потом опомнился, да, и сразу стал скромненьким парнем. И вот я из этого исхожу, что, видимо, некоторые люди думают, что если я такой, типа, смелый, если я с людьми могу так спокойно с людьми начинать разговаривать, то значит, наверное, я неадекват, поддатый. Ребята, не поддатые, вполне адекватные. Вы даже не представляете, какие у меня есть серьезные контакты. Если бы я был неадекватным, этих контактов бы не было, ребята. Дело в том, что это YouTube, это хобби. Это хобби. Это не связано, я не завишу от YouTube, понимаете? YouTube это просто хобби, я просто катаюсь по городу, просто отдыхаю. А адекватный я, действительно, вот приду на учебу, я адекватный. Я разговариваю с какими-то важными людьми, я реально адекватный. Слежу за каждым словом, все. Провожу какие-то беседы, назначаю какие-то встречи. Естественно, я серьезно к этому всему подхожу. Но это YouTube. Не надо думать, что вот в реальной моей жизни вот это так, как это сейчас, ребята. И не надо никогда равнять по себе. Поэтому, ребята, вывод этого ролика, который касается недоблогеров. Что могу сказать? Если ты стеснительный, если ты не выносишь критику, если ты не можешь себе позволить то, что могу себе позволить я, если ты не можешь действительно себе спланировать какой-то день, чтобы заснять какой-то ролик, если действительно ты не можешь zusammenfassen по-немецки какую-то тему для своего ролика. Вот смотрите, вот, допустим, у нас разные блогеры. У нас, допустим, Марк, он философ, да, он реально философствует, и он реально даже предсказывает на будущее. Тот же Юрис, он философ, да. Потом кто-то там, история у него там, да, физика, химия, с определенной тематикой. Но если ты не можешь ничего, и тебе нечего снимать, то значит тебе просто нечего снимать. Но если ты хочешь разводить срач и начинать срач, я скажу сразу, я в этом не участвую, потому что у меня есть тема в голове, которую я могу раскручивать. У меня есть очень много информации в голове, которую могу выдавать. Очень много интересных тем, не тем, а очень много интересного, о чем я могу рассказывать. Потому что я изучаю историю Германии, я изучаю языки. Кстати, Юрий сказал, что я китайский изучаю. Юрий, я учил китайский, но я прервал это дело. Сейчас я учу казахский язык. Да-да. Мен казахша уринимын, Эрик Харай. Я учу казахский язык и хочу постигать дальше казахский язык. Кому-то, может быть, это не нравится, но мне как-то посрать, понимаете? Тем более, вот это мнение. И кто-то думает, что я изменю мнение, потому что он так хочет. Хер-то там. Я мое мнение не изменю. Вот как-то так. Поэтому, опять же говорю,
Если действительно не умеешь в воде пердеть, не пугай рыбу, как-то так. Нечего снимать, ну и не снимай, мне-то чё? Как-то так. Значит, что был вывод, это заключение этого ролика. Честно сказать, я даже не понимаю, с какой целью Юрий запилил этот ролик. Упомянул вот этих недоблогеров, блогеров. Он что, хочет помирить, что ли, нас? Юрий, ну ты ведь уже юрист. Ты ведь уже пытался помирить нас. И я верил в то, что мы нашли компромисс. Но пойми одно, что недоблогерам это не надо. Потому что у недоблогеров нет тем. Они глупые, недальновидные. Поэтому им самое проще срач. Но на этом канал не поднять. В этом я уже убедился много раз. Вот. Поэтому, Юрий, ты, конечно, пили ролики, какие хочешь, мне без разницы, мне вообще без разницы, да, это дело твое. Но я скажу так, что лично с моей стороны, я скажу так, вот я пытался пойти на компромисс, но недальновидным это не нужно было. Поэтому сейчас для меня лично и никаких компромиссов не нужно. Вот есть блогеры, которых я уважаю, к которым я хорошо отношусь. Юрис, это лично ты, это Марк Емлаев, это Ромка Алябьев, а все остальное меня как-то не волнует. Все, ребят, давайте покидывай. Сау, болен дар. Хотел закончить ролик, но закончил его сейчас, здесь в поезде. Значит, кто-то помнит, ну, может, кто помнит, я делал совместный ролик с Бармалеем, 77. Вот, и Андрей, ну, когда мы встретились, короче, он такой-то, такой крутой одежде, солидной одежде, все такое, ну, он-то не ездит в поездах, как я, да, вот так вот, таких условиях, вот. И он мне такой, говорит, блин, Толян, ты выглядишь как бомж. Ну, у меня одежда как у бомжа, ну реально, я говорю, блин, Андрей, ну вот реально, вот, ну как я тебе сейчас одену смокинг, тюксейду, крутое, сяду в поезд и буду целый день херачить до Баварии. Ребят, ну конечно же я буду одет как обычный человек, который ездит в поездах. Да, я не воняю, я не грязно, да, вот, но это походная одежда, это походные брюки у меня, да, походная куртка, тем более, что куртка, как вам сказать, на все условия, допустим, ну, сегодня, допустим, тепло плюс 10, а завтра будет минус 10, поэтому мне нужна демисезонная куртка, постоянный рюкзак у меня, потому что мне нужно что-то тепленькое одеть, если будет холодно, да. Что-то с собой постоянно брать. Я молчу про видеокамеру, да, которую с собой всегда беру, да. Поэтому, да, наверное, со стороны я выгляжу как бомж. И, наверное, мои хейтеры, мои хейтеры вначале думают, это как бомжары, а потом понимают, что я не бомж. Но они уже до конца вот эти. Блин, ребята, я, короче, кондуктор, да, и мне нужно заканчивать ролик. Все, покидываю, все, пока. Сау, болен дар.